Ребята, всем привет! Мы снова на льду. Время обед, где-то 12 часов. Так поздно, потому что мы сначала заехали на один водоем, на Метряловскую заводь, всем известную. Посидели там пару часиков, поймали 3 плотвички, ну, хорошего размера. Особо не клевало, может быть, просто не дождались клёва, но не знаю, решили сменить локацию и переехали, значит, в Кушки. Тоже такой известный водоем. Вот. Здесь должна клевать плотва, окунь не крупные. Есть и крупные, но почему-то нам все время попадались не крупные. Будем сейчас пробовать. Возможно, даже поставим жерлицы. Мы четвером, 2 Лехи. Юра, вон там он тоже бурится. Будем сейчас искать окуня на безмотылке. Кто-то на мотыля будет пробовать. В общем, рыбалка началась. Будем, значит, погода нормальная, вот так скажем, но сильный ветер, блин, нам мешает. Вообще жесть. Хотели пельмени приготовить, не знаю, получится, не получится. Очень сильный ветер. Все, начинаем, ребята, поехали. Первая рыбка на этом водоеме. Алексей поймал ерша огромадного, он с ладонь. Ну, сейчас будем искать. Мы были здесь по перволедию, так скажем. Клевал здесь и окушок не крупный, и плотвичка попадались. В былые времена здесь сесть негде было, сколько было народу, а сейчас что-то никого нет. Да, ветер очень сильный. И начался снег. Ой-ой-ой. Началась страшная метель, ребята. Ага, я вон вижу, у Юры там какие-то хвосты лежат. Юра ловит на блесну. И уже вот есть результат. Вот уже снегом замело. Вот такие вот. О, ничего себе, один хороший окунь. У Юрана здесь на блесну. Ну вот такие вот, смотрите, поклевывают. О, еще. Ага, ничего себе. За хвост. От дяди Юры еще никто не уходил. Тоже забурю, сейчас рядом будем пробовать. Ребята хотят переехать, спрятаться от непогоды в другом углу. Сейчас посмотрим. Метаемся весь день из угла в угол. Ага. Вот он. Вот он, ребята. Окунь. Клюнул у меня. Так. Как говорится, с почином. Безмотылка, латунный шарик у меня. Давай, ловись. Че, один окунь с лунки, что ли? Ну и, как говорится, бешеной собаки 7 верст не крюк. Мы снова погрузили свое
Все барахло в санке. Идем к машине, будем переезжать в укромное место этого там, так скажем, озера, в один из углов там. Спрячемся от ветра, потому что невозможно. Сильный ветер. Кивки туда-сюда вот так делает Вася. И особо не клюет. Ну и некомфортно рыбачить. А время, тем не менее, уже 13 часов. Фух. Все, приехали в другое место. По пути попался двоюродный брательник с сыном. Они здесь час посидели. Вот таких вот, говорит, тоже пиписек пару штук поймали, плюнули, поехали домой. Но мы не сдаемся. Сейчас как начнем рыбу ловить. Без труда не сваришь пельмени у пруда. Сеть, да, вон? Сеть вмороженная. Браконьеры кругом, ребята. Кругом одни браконьеры. Все, вот поставили сеть, бросили. Все там, что-то замерзло, что-то вот на ветвях. Все это вот рыбки, птички, вся фигня. Вот это может все запутаться в этом. Это уроды так делают. Ну, поставил, собери, увези там. Поставили, забыли, бросили, валяется. Тьфу, кругом сети. Ай, молодец! Че, дровосек Леха? Это можно было делать возле понтонного моста. Там неинтересно. Неинтересно? Че, самогонка не горит? Уф. Самогонка, Лёх. Самогонка. Голову нагнал, хуёвые. Голову. Не понимаю. Зелень вон здесь на берегу нарвем. Ты зелень мы тебе дадим. Ты пельмени наробим ее, вы съесть. Тут man сам делал. Хватит, наверное, да? Да. Как я вымыл. У тебя вообще как новый. Ну все. Я ему вообще отмыл, брать, он у меня блестел, блядь. Высыпай все, не жадничай. Сейчас, у него психология.
По технологии, да? Ух. Пельмени Юра сам лепил, сам сварил. Красавчик. Юра профессиональный повар с многолетним стажем. Съездил не в одну экспедицию, и на север, и в Африку, и с белыми медведями, и с тиграми. С кем только Не лепил пельмени. не лепил пельмени, да. Сейчас собьешь? Фига. Процесс пошел. Мясо в пельменях, говядина, свинина и Курица. курица, куриные грудки. 3 вида мяса в пельменях. Юра рукодельный. Заморочился. Домашние пельмешки. Без спешки. Да, без труда, говорит, не сваришь пельмени у пруда. Это все можно было сделать возле дома, возле понтонного моста, но мы не ищем легких путей, уехали за 70 километров от города. Рыба у нас не клюет. У вас клюет, Алексей? Бывает иногда. Рыбацкая уха. Да, лучшая уха из петуха. Ветер стих, да, погода вообще классная. Нормально. Жерлицы поставили тут сколько там, я не знаю, 6 штук. 7-я вон там. 7 жерлиц поставили в ожидании чуда. Но чудо, наверное, не произойдет. Но мы не унываем. Да, мы надеемся. Пельмени подходят уже вот сейчас будем есть. И поедем домой. Ага. Вообще пельмени не советуют закрывать, когда варишь. Ты Юру-то не учи. Крышку некуда деть. Взял тарелочки, бля. Красава. Все готово, дядя Юр? Подожди немножко. Я люблю, чтобы хорошо сварилось, да. Да. Я не люблю полсырые. Я на работе так что лучше перестрахуюсь. Все правильно. Минута 3. Надо чуть-чуть. Вот тарелки такие. Я эти тарелки купил, хотел делать жерлицы, но они компактные. Порционки закрывать хотел. Ага. Эх, Юрик рукодельный. Ну, мороз, наверное, будет хлопаться, да? С пельменями не будет лопаться. Старый покупал. Да сожги это, блядь. Я как люблю пельмени полсырые. Не люблю, говорит, полсырые. Ну, зелень можно было взять, пучок. Зелень напустить. И так хорошо. А ты думал? Да? Давай. Все готово, понеслась. Пошла жара. Пошла жара. Держи. Накладывай. Все, дядя Юра на раздаче. О, спасибо. Спасибо. Опа. Спасибо.
Опа! А бульона мне? Бульон налить. Бульон там, что, я не знаю, чем налить. А водки давайте налью. Давай. Ох, хороша чашка. Вкуснотища какая, наверное. Так, а кто говорил, ложки есть? Там еще добавки, Лёх. если кому есть еще. Ложка еще. Пусть горячий. Бля, была же ложка. Да у Лехи там целый, это, он целый набор. Я просто думал, если они есть, я люблю. Я люблю черный перчик. Ну-ка ножом чиркни эту, Лех. Давай. Красава. Я лучок порезал, если кому Ага, интересен. держи. Лучок. Держи. Дядя Юра. Перчика черного кому надо? Да я тоже так себе и сделаю. Острая. Острая, да? Аджика. Давай немножко, да-да-да. Так, приятного аппетита, друзья. Вот, всем тоже приятно. Снимаешь? А, Для черного перчика. Ну, посыпь немножко. Ты видео снимаешь? Хорош. Вот от вилки есть. Вилки есть. Удобнее удобно. ложкой. Это кому удобнее. Вот как удобно специи носить. Лайфхак от Алексея. Да. Набор специй в Астрахань туда-сюда возят всякие разные Зира, бутылочки. Вот эту можно даже курить, по-моему. Домой. Универсальная называется. Имбирь, блядь, все нахрен. специи. Вот так вот. Ну все, давайте за дружный выезд. Давайте за дикую Да. рыбалку. Да, мы не за рыбой, мы на рыбалку, да? Да, как всегда. Погода отличная, хорошая компания, вкусные И пельмени. пельмешку. Пельмешку. Надо попробовать, да? Да, с подписчиками, что ли. Так, ну все, налетай. Пельмешки зачетные, серьезно. Давайте. Очень Да, очень вкусные пельмени. Лопай, лопай, чтобы лицо сравнялось с попой. Пельмени вкусные. Очень серьезно. вкусные. Ну, потому что не магазинные, потому что сделаны с душой. Смотрите. Угу. А я по-любому буду добавку. Ум отъешь. Листок мне остался. Я сейчас Да, у меня там стекла заказаны, блядь, для телефона. Ну что, ребята, вот такой вот у нас получился выезд. Скорее всего, не рыбалка, а просто отдых на природе с поеданием вкуснейших пельменей, приготовленных дядей Юрой. Надеюсь, следующий выезд все-таки у нас будет рыбалка. Но если поедем с Лехой, то рыбалки снова не будет. Все, увидимся на рыбалке. Пока-пока.